Салам алейкум. Assalamu alaikum, salam wa rahmatullah. Все, Assim sariyar zio, sayınega. Хинз здесь. Ins Ассаламу алейкум варахматуллах. wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Куда Шонзор? Как поживаешь? Да, что тебя буду. Алхамдулиллах, да, что ты как? Что вы очень эфире, вы? Дер. Сумма сообщение, соглахон, кучурчатец, сахибра. Он гоишь? Муга? Он гой и сообщение, шех, он отсего. Он сгуш, что было, я шел Хинс бучери, так. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Маждул, шадырша. Так. Бисмиллахи рахмани рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Массарга. Приветствуем вас всех. Сейчас мы определимся, на каком языке мы будем разговаривать. Наш родной чеченский язык, русский язык или английский. Так что, Абдул-Малик, выбирай. Я оставлю это для тебя. Ты выбирай, как удобно и как будет польза. Мы можем на любом языке говорить, иншалла. На русском, правда, мне трудно, но больше людей могут понять на русском языке. Ну, давай, скорее всего, тогда на русском языке. Видишь, тут На братья... ломаном. Я буду на ломаном. Я думаю, меня не осудят так жестко, то, что я плохо говорю на русском языке. Нет, ты очень хорошо говоришь на русском языке, все нормально. Ладно, тогда определились. В общем, какая тема? Тема, иншаллах, в первую очередь хотелось бы поздравить всех наших братьев и сестер, наших соотечественников, а также всех мусульман этого мира. Мы хотели бы поздравить с наступившим священным месяцем Рамадан. Да примет Аллах наш пост и наши молитвы, наши дуа в это священное время. Хотелось бы начинать с поздравлением. Иншаллах, у нас темы будут разные. Иншаллах. Вот. И самое главное, это наша проблема на сегодняшний день, то, что происходит между нашими братьями и сестрами и так называемыми братьями лжи-ичкерийцами, которые делают фитну среди всех наших братьев. Вот хотелось бы обсудить об этом тоже, конечно, и о сегодняшнем положении, иншаллах, нашим будем говорить. Да, иншаллах. Дигду, мальна штал обалдой, шумасера. Так, мало будет такая чита. Скобр было, иншаллах. Ну, Абдул-Малик, тут нечего добавить, ты уже коротко сказал. Начнем. Бисмилля. Ну, бисмилля, начнем. И самое больное это то, что не то, что какая-то группа на кого-то наговаривает или там делает всякие... Они думают, что они нам вредят чем-то, но на самом деле, конечно же, они вредят самим себя. Вот что бы ты сказал насчет то, что эти оскорбления, вот это сами они, конечно, унижают, вот то, что происходит, лживые информации, распространяемые и вот это одна группа, которая создает фитны между всеми братьями. Как бы ты комментировал насчет этого первого вопроса? Смотри, во-первых, что я хотел бы сказать, смотри, было очень много призывов к объединению, чтобы все активисты, там, публичные личности пришли к одному мнению, поняли наконец, что наша земля оккупирована и что нужно вместе работать. Мы много раз обращались к этим людям, делали все возможное. Знаешь, что я хочу сейчас подчеркнуть? Оставить всякие эти разоблачения там, и так далее, и тому подобное, оскорбления. Хотя с нашей стороны никаких оскорблений не было, ты это прекрасно знаешь, Абдул-Малик. Вот. Но что я хотел сейчас сказать? Смотри, там Путина объявили террористом, там, в общем, была тема про Гаагский суд, про Гаагский трибунал над этими преступниками, что Россия – это террористическое государство,
Понимаешь, сегодня такие вопросы нужно ставить на первую планку, а не вражду между собой, не вот бодаться между собой. Вот. И я считаю, что если кто-либо из тех активистов или там публичных личностей, о которых я сейчас говорю, я просто не выбираю никого, поэтому я не называю фамилии. Я говорю про всех, у кого душа болит за наш народ, за нашу землю и за будущее, будущее нашего народа. Смотри, сегодня мы должны отодвинуть все, даже сделать все возможное, чтобы, как бы помягче сказать, я его называю всегда ушлепком, вот, чтобы это существо не смело поехать куда-либо в какую-либо страну, чтобы его тоже объявили преступником, и чтобы эту я просто не нахожу слов, вот, чтобы этого предателя чеченского народа объявили террористом, как сейчас объявили Путина. Вот, чтобы он не имел каких-либо там недвижимости в каких-то других странах. Сейчас он где-то в Арабских Эмиратах бывает, говорят. Вот, чтобы задушить его бизнес, чтобы задушить, придушить все его каналы, всю эту преступную сеть, нужно сделать все возможное, чтобы вот этого предателя объявили террористом. И чтобы его весь мир вот так запретил ему эти всякие передвижения. Вот. И это касается не только его, и даже и других, которые как-то в какой-то степени связаны с этим предателем. Как мы знаем, Абдул-Малик, тут много провокаторов, тут много этих работников на российские спецслужбы. И среди них есть даже такие, которые сегодня поднимают ичкерийский флаг, наш флаг, флаг Ичкерии, и становятся рядом с нами. Вот. Они есть среди нас тоже. Их нужно выявлять. И если хочешь, мы будем называть их имена сейчас. Никаких проблем с этим нет. Вот так. Я думаю, они даже не достойны называть свое имя, но хотелось бы, чтобы кому эти люди относятся, чтобы они сами хотя бы отреклись от этих людей, но как бы они не отрекались, доказательства показывают обратное, что они имеют все связи с этой одной группировкой, и эта группировка именно по моему, по моему мнению, они вот все, что я вижу, по моему анализу, они именно относятся к этому одному человеку. Уже они представляют Ичкерию, как ты сказал, Мгм. поднимают наши флаги, и в то же время они оскорбляют всех подряд мусульман, чеченцев, которые борются и боролись за эти многие годы, когда они еще, эти люди, когда ничего не делали, когда они просто боялись, прятались, жили как беженцы или дезертиры, которые сбежавшиеся. А сегодня вот они резко, вот, после того, как началась война в Украине, они все как-то оживились и стали все они воинами и защитниками Ичкерии. Но в то же время эти люди, они непрощаемые оскорбления они вводят между нами и травят наших братьев между собой. Вот хотелось бы, чтобы это главарь этой группировки, так скажем, наверное, я не знаю, не могу по-другому их назвать, потому что уже 4-5 месяцев оскорбляют всех наших чеченцев, которые борются за свободу, за Ичкерию. Вот. Почему они не делают какое-то заявление или почему они не останавливают этих людей? И как это может отразиться на этого главного из этой группы? Как ты прокомментируешь на это? Абдул-Малик, брат, смотри, эти люди сейчас заняты самопиаром. Для них важнее, как сказать, вот, сделать себе рекламу, чтобы из ничего стало что-то. Я тебе скажу, это был 2004 год. Я был постоянно на связи со своим отцом.
вот, нашим президентом и выполнял его указания, там, проводил разную работу. В общем, я помню, у меня даже есть моя запись и ответ на эту запись. Вот в своей записи я написал ему, что такие-то и такие-то люди, им безразлично, идет война или не идет. И мне даже кажется, что этим людям на руку то, что идет война против нашего народа на нашей земле. Потому что, валлахи, брат, я говорю как есть, такой священный месяц Рамадан, вот, и я сказал, что они, скорее всего, даже надеются, что всех перебьют, включая лидера, там, наших эмиров и так далее, и останутся они. Вот что сегодня произошло. Все наши герои нашего народа, включая всех наших лидеров, погибли, защищая нашу честь, наш народ, нашу землю, воюя против оккупантов. И сегодня остались вот эти... Я сейчас не люблю вот как-то оскорблять, но остались вот эти мерзавцы, которые используют их имя и хотят продвинуться. Вот что сегодня происходит. Вот ты намекаешь на тех, на этих людей, о которых я сейчас говорю, вот, которые занимаются сегодня самопиаром. Вот такое мое мнение. Окей, еще хотел бы спросить, вот один человек, мне даже тошнит назвать этого человека фамилия, имя. Этот человек проживает в Финляндии. Он, вот, кстати, сделал такое резкое заявление, что все чеченцы, имеется в виду все чеченцы, которые не поддерживают правительство в изгнании, они являются врагами чеченского народа. Что этот человек себе представляет? Как он может делать такие резкие заявления? И неужели он не понимает, что этим они направляют людей против самих же себя? Любой здравомыслящий человек должен понять, что политические взгляды у нас могут быть разные, а также у нас может быть разные вот тобнаш, как это будет по-русски, я не знаю, вот разные люди, Группы, которые борются по-своему. Вот группировки. группировка это будет даже грубо, но группы хорошие братья, вот мы же не враждуем со всеми, даже если эта группа не представляет себя, например, Ичкерии, а они относятся, например, они считают, что они за Имарат Кавказ, например, да, если они не обвиняют на весь мир, не объявляют войну, они тоже имеют свое право на свое слово. То есть каждый чеченец, он может независимо бороться по-своему за освобождение нашего народа. Не должно ли быть в первую очередь освобождение нашего народа, нежели разделять по группам и оскорблять их жен и сестер, и так далее. Вот. Как это вообще возможно? И вообще, возможно ли такое, что этот человек работает на нашего врага? Потому что это именно то, что нашим врагам выгодно разделять, и чтобы мы ссорились. Вот именно этим этот человек и, конечно же, его группа, вот этого человека, группа этим и занимается. Открыв какой-то наджаз канал в Телеграме, они посягают честь на всех мусульман подряд. То есть те же, например, даже тебя не оскорбляют, всех они нас оскорбляют. Пишут фамилии, например. Даже если у них было бы что-то с тобой лично, они не должны были писать фамилия Масхадов. Вот они пишут фамилию Масхадов и оскорбляют это. Неужели они думают, что им это сойдет с рук? Или неужели они думают, что они возвышают своего лидера, оскорбляя этим? И дозволено ли это каким-либо нашим адатам или нашей религии или человеческим законам? Что это себе этот человек представляет? Прокомментируй, пожалуйста, насчет этого заявления тоже. Который человек? Еще раз. Из Финляндии, который, я думаю, что он абсолютно ненормальный, на Ну, голову больной человек. Только больной человек может обвинить всех врагами
чеченского народа, те, которые не поддерживают Закаева. Я лично не поддерживаю эту группу, и у меня есть очень много причин, почему я их не поддерживаю. Хотя раньше я не различал, хотел еще объединиться даже с этим человеком. Но когда я узнал истинное лицо этих людей, этой группировки, вот это как раз я назвал бы группировкой. Мгм. Вот. Про этого человека я говорю. Ну, знаешь, я вообще-то тоже сторонник того, чтобы не называть их имен, не говорить что-либо, тем более оскорблять их, оскорблять это себя оскорбить, понимаешь? А, Как-то, скажем, раскрутил, приехал сюда, постарался раскрутить свое имя на тех, которые сегодня находятся в тюрьмах в России. Используя их именно. И да, я с ним несколько раз встречался, было такое, даже 10 лет тому назад. И я помню где-то 8-9 лет тому назад, как он мне там писал, говорил, что вот, Анзор, ты должен стать лидером, ты должен быть у власти. Вот такие вещи мне говорил. Мне сегодня это не нужно. Я абсолютно не бегу за этим. И у меня совсем другие цели, в отличие от его хозяина. Вот. Сегодня его хозяин, сам знаешь, где находится. Я просто тебе скажу, Абдул-Малик, просто конкретно отвечу. Да, сегодня такой священный месяц, Рамадан, и мы как-то должны сдержанно себя вести, а мы сдержанно себя всегда ведем, в отличие от этих предателей. Вот. У меня как-то состоялся с ним разговор в прошлом году. Это было в ноябре. Да, в ноябре было. И он посмел где-то написать такое, что вот там все другие активисты, ну там, включая меня, там, публичные личности, вот все, они являются оппозиционерами, потому что они что-то говорят про Закаева Ахмеда. Я назвал это имя. Вот. И якобы Закаев сегодня глава, и вот если я где-то критикую его, то получается я оппозиционер. Вот меня это задело. Я позвонил и говорю, слушай, не называй мое имя. Я не называю твое имя. Ты мне просто не интересен. Вот. И говорю, где ты был в 94 году, когда, к примеру, я с оружием в руках противостоял той оппозиции тех лет, 94 года. Где был ты? Ты, скорее всего, под столом бегал, если ты был на свете вообще. И где ты был твой сегодняшний начальник, то есть Ахмед Закаев? Я говорю, он был в театре, а мы тогда по окопам бегали, с оружием в руках, в общем, противостояли этой оппозиции. Какое вы моральное право имеете называть нас оппозиционерами? Вот. И, в общем, был там еще разговор. И буквально недавно вот эта вся кучка бегала за мной, снимала мой автомобиль, выкладывали номера моей автомашины на показ. Вот. И снимали, где я там со своими близкими, родными людьми пью кофе. И всякие там мерзостные вещи внизу писали. Потом что? Потом после этого я сделал, да, заявление, скажем так, в Страсбурге. Я назвал имена 2 человек, которые как-то действительно пытались вытянуть меня навстречу, хотели узнать, где я нахожусь там. И другой вообще вот этой мерзостью занимался тот, о котором ты сейчас говоришь. Вот. И там в той группе, о которой ты тоже говоришь, Абдул-Малик, они начали вот это выкладывать разные видео и все такое. Мол, я там стукач, я там это настучал и так далее. Вот. Нет, я открыто выступил, назвал эти имена.
и выступлю, где я захочу, и никто из них не сможет мне это запретить. Вот. Почему по сегодняшний день никто на этот телефон не звонит, хотя мой номер знает, или же не пытается даже встретиться со мной, сделать какой-то спрос, если я что-то плохое им сделал. Пускай явится, если мужества у них на это хватит. Вот что я сказал. Абдул-Малик, раз уж пошло так, я еще кое-что просто дам послушать, наверное. Мгм. Не планировал это на самом деле. Но я дам. Хотел бы сейчас, пока ты это поставишь, хотел бы сказать нашим зрителям, что, дорогие наши братья и сестры, которые слушают, мы, иншаллах, скоро прочитаем ваши вопросы и будем отвечать на Да, ваши вопросы. Просто хотелось бы кое-как вот выразить какие-то наши нашумевшие вот эти, которые нас... Ну, вот и позорные вещи вообще-то, но это на самом деле эти люди позорят самих себя, и мы хотим Не нас, посоветоваться, можно даже так сказать, что нам делать в этом не ситуации. нас Мы еще вам абсолютно. покажем интересные вещи, вы еще подождите. Абдул-Малик. Оставайтесь. И еще, когда я там высказался в Страсбурге, там, ну, ты помнишь эту речь мою, я могу повторить, никто мне этого не запретит. Вот. Эти люди пошли, написали на меня заявление. А что с этим заявлением стало, я пока не скажу. Я пока промолчу, я потом это скажу. Потом, наверное, какую-то передачу даже сделаю. В общем, Окей. Абдул-Малик, я это не планировал, валлахи, но просто дам послушать, чтобы знали, кто есть кто Все, на самом деле. давай. Я выслал вот это сообщение. Я это выслал сообщение тому, о котором ты сейчас говорил. Ну, в общем, из Финляндии. Я просто имя Окей. даже называть не хочу. Муса, ховца астул шуй он факт чези саул куз. Залин хаун состянга ашу, она приезжала на этот адрес на первый визит с нами. Ты знаешь, о чем я и о ком я. Он нормально бешно сына хумкаство цеха цундера, чтобы не дать тебе чести, я через нее передавал тебе сообщение. А именно, если он считает себя достойным мужчиной, который достоин носить брюки, то пусть заставит меня ответить за то, что я назвал его имя в Страсбурге. Вот. Чтобы даже перед ней у тебя что-то там мужское проснулось. Ну и поэтому. Хашадега зудашкули, царя хакдели, царя цецеякни бен мадаци шадухум. Вот, Абдул-Малик, я это не просто так написал, отправил сообщение, никто после этого не ответил, не искал меня, не пытался встретить. И пускай посмотрят. Что меня подтолкнуло на это, вот так, в таком тоне, в сдержанном тоне сказать, знаешь, эти мерзавцы стали доставать мою мать. Я могу все простить, я могу многое простить, я скажу, но никогда не прощу тех, которые делали нападки на мою мать, которая, как я раньше говорил, находится, болеет, она находится в Норвегии со мной. Вот. И вот эти мерзавцы делали нападки на нее и на других женщин, которые окружают меня. Я сейчас подробности такие говорить не буду, у нас менталитет такой. Вот. И я им это никогда не прощу. Придет свое время, каждый из этих ответит. И этот мерзавец, который стал уже визуально даже похож на того же самого Кадырова, вот, скорее всего, он тоже по трубам лазить будет. Ответить, кстати, как раз-таки именно каждый, который причастен к этой группе наджаза, которая относится к одному и тому же человеку, который пытается стать вторым Ахматом. Валлахи, клянусь Всевышним Аллахом, вы ответите за каждые написанные, за каждые вот эти фотографии, которые вы выставляете, за каждую вещь вы посягаете честь на наших матерей, женщин, присылаете всякие гадости. И у людей тоже характер разный. Кто-то вспыльчивый, кто-то
Ну, можно любого человека сорвать, и чтобы он обратно всякие гадости наговаривал. И вот таких людей, они именно, у них работа такая, чтобы вот так выдавить человека, чтобы он что-то пошлое обратно сказал, оскорбил, ответил на то, что они говорят. Человек отвечает, и в этот момент они эти вырезки делают, даже не полные. А полные у нас есть, и мы будем выставлять тоже. Просто в данный момент это только нам носит ущерб. Поэтому мы все не выкладываем. Но также мы будем советоваться. Есть серьезные люди, которые занимаются, расследованием ведется. И по нашим расследованиям, кстати, это все близкие этого человека, самозванца, эти люди, эти наджазы. Вот этот месяц, Рамадан, ля хауля ва ля куввата илля билля, все-таки я тоже покажу сейчас нашим зрителям одну интересную вещь. Вот, подождите, как бы не показать это их канал этих наджизов. Вот, например, вот эти фотографии, которые вы видите, вот здесь практически все, кроме одного, ну, практически все наши братья, да, вот хорошие они, плохие они, какие бы они ни были, эти люди борются как-то за нашу общую свободу. И вот, например, что они написали, вот, не знаю, видно будет или нет, вот это непрощаемое, и иншаллах мы это вам не простим. Я надеюсь, что видно, что написано. То есть вот эти наджазы пишут, что вот «Айманис Путинин бин вежри бубох», то есть все мы, которые боремся. Вот это именно это заявление вот этого из Финляндии, это то же самое, то есть все, которые не поддерживают этих самозванцев, они считают врагами Чеченской Республики Ичкерии. То есть и они вот сегодня посягнули честь на многих наших братьев, которых вам никогда не простят, иншаллах. И это именно то, что наши враги хотят. И вы и есть наши враги. Вы и есть предатели. Валлахи, клянусь Всевышним Аллахом, эта группировка, это самые худшие враги, и они те же самые кадыровцы, которые посягают честь на женщин. Например, не хотел я говорить это, например, вот один человек у нас есть, который проводит чаты, вот искренне ты чувствуешь, что этот человек хочет добра. Ну, может, он не понимает некоторые вещи, но он, может быть, политические взгляды у него по-другому. Даже если посмотреть, мы с тобой, мы братья, иншаллах, но у нас даже могут быть политические разногласия. Но это не говорится, что мы не братья. Все люди, все наши братья, которые работают во благо нашей деоккупации, во благо нашего народа, деоккупации и освобождения нашего народа, будь это словом, будь это они с оружием в руках в Украине, они все являются нашими братьями. Мы не можем друг друга оскорблять из-за того, что мы... Это не то, что оскорбление, это посягательство на честь нашего самого дорогого, это мать, жена, мать, женщины, да, вот, например. Вот, и поэтому вот как можно вообще такое говорить и в месяц Рамадан, субханаллах, как можно такие вещи говорить? Я хотел бы вам обратиться, да, и на чеченском я обращусь. И в конце мы, иншаллах, еще и дуа тоже сделаем. Я хотел бы, чтобы все наши братья, которые слышат, сказали амин, когда мы делаем дуа. Валлахи, шун мячдек ды, шун мячдек бадачун, шун духал туга аш мел ош долгумана, шун духал туга гумш долшахан. Шу разоблачат, да эту болшан, шуню ар, ворх бархта гучвала волшан. أما طغن هرقوي شوح ويدوت ده طغن هرقوي حزلون شربيو غلش أقر حلق أش وش لعت والدوت إير إديل مستقوي تنا لور إدول ديل أتفاز بنا إلور إدول ديل أتعش حدوشتو تخو أغور را مسيري تخو أغور خلا شونا كريتيكير دوتوك شو حلو يلو شا وبوغ شو ووچوك وي سن كريتيكير دوتوك أو شتو شو سيت إقيدين داتسوك شيء خير وأش ويتاتس ويتي سيت إقيد بش بو إشون دخلت لأشون والله بالله تالله إشون الدسر مدات دحر أج سيلع ولت وي الله داشن بيقى بيربون شوزلوها تون كر قاش قاشش أو
هو أريانس يتسخلحه أريانس أتو بالحه أريانس بيربوشن بيقم أريانس أتو تسخلحه وتسخشل داشو بيقم بيربون شو تقوش يلا شو تيور ياتش نجش ياش ما يريل إيمنا إيشو نجش يشوي بوشن تبغيل إتيح هنس يغودش نش إيه داترس أوجر هو دنيا هنشوا بيغ دوش دوشل بيغ نجش يش إيمنا أت زكاة يا أخي تنده بو إشتون от разные эт вейси чура от кидол канал чура дуи от шучур нах буиш и нах ше соуц бие هر إيش دكان أربل بات والله شو دوحكو دير مدو والله شو يعجا خو ترمدو عت إيه يغدول بوشويك والله شو شين تبوش بايل بوش أما تعمدو أش ليل واش دلومش ثاني أش دشيشات ويش أش شيء حلق ولو بوش وستيجا تسنسي دو أش دو إشتك Üçüne kuvvet yılşı. Ho yok ahi inzer dokumuş duşun. Şun yok ayol büyüğül şu ve havyoğu çüşün. Galası ve çüşün şu sürç havyoğu duşun. Do Ukrayna aşlı vaşdek du iza haklıyor duşun. Ama tho al şoya şu nakıl daha şu sitqida şu yu'ar khitwa hund alçwen obşi zi khulsuna şu hayriyolum şu taqiyat suda. Khat hins تاسون دعاء الله أرسون دعاء دنا يخش يشري السيلة عوض الله دال هر يزخن يهر مرخ بوت بوين السيلة عوض الله دال ديوحوك يا ربي يا الله وزن ديلا هر نجز توبة هر شاش زكاة دو بوش دون شاش أفيتانم تقولتر هر زكاة دو بوش تن امتريش زشاتيش مس سيري زكاة بوش جيرا سيد اقيج زدريش سيد اقيج مسو كيبر بيو ميلدو سيرش داسقش بول توبة يا ربي يا الله إش قوش باغ يا الله يا ربي يا الله إش يعرش خيت بياه تان بيقن بياه يا الله ديل اللهم آمين آمين المسارة آمين. عوصل هر أعطي ما تعديتا يا مخيطر دوي إن شاء الله شون بيقن خير بوشون دال مولع شو الله دال سيسر دوردو قوشو دوردوشون شو уже دوشون табешон ю арбойзуш бушон шун мета еще они меня вот сейчас я и на русском скажу, да. Эти люди, они вот пытаются шантажировать и говорят, я вырежу, мы сделаем это вырезки, и мы закинем это. Закидывайте, что хотите, я не отрицаю. Я не самый чистый человек, я грязный, я плохой, я низкий, я себя никогда не возомнил никем. Я простой мусульманин, простой чеченец, который не может просто стоять на стороне, когда я вижу ложь, обман, лицемерие, насилие над моим народом. Именно из-за этого я вышел, чтобы поддержать тех братьев, которые делают что-то. И то, что я могу сегодня, это только словом сказать, кричать, выйти, объявить всему миру, заявить всему миру, что напоминать то, что уничтожили 300 тысяч невинных наших чеченцев, из которых 42 тысячи детей. Вы именно из-за этого вы нас объявляете. Я не хочу о себе говорить. Это я никто. Я самый простой человек. Но они самых уважаемых братьев, в том числе и унижают, оскорбляют и посягают на честь их женщин. Поэтому давайте, валяйте, закидывайте. Я открыто объявляю всем, я не самый чистый, я не самый хороший мусульманин. Нет, я простой человек, и у меня есть свои скелеты. Я абсолютно не стесняюсь ни перед кем. Я стесняюсь только перед моим Всевышним. И поэтому закидывайте, что хотите. Но если наша цель не такова, чтобы закидывать вас тоже. Но нам, я думаю, нам в скорым временем, наверное, придется вас разоблачить и показать всему миру, кем вы являетесь. Поэтому священный месяц, Рамадан, если вы имеете хоть капля маленькая, у вас что-то в сердце есть веры, то прекращайте эту свою наджаз деятельность. Валлахи, это ни к вам, ни к вашим семьям, ни вашему лидеру к хорошему не приведет. Вот это хотел сказать. Абдул-Малик, да, все это приятно сейчас об этом говорить, напоминать и просто указывать на то, что существует такая проблема. Знаешь, если бы этих мерзавцев сегодня не было бы, то все было бы по-другому.
Вот эта дележка власти, дележка вот этого кресла, которого тут нету на самом деле, оно будет тогда, когда мы вернемся домой, когда кого-то изберут лидером нашего народа, а эти возомнили из себя лидерами и делают все, что на руку русским оккупантам. И еще сейчас, так, тут давай с этого вопроса начнем. Анзор, скажи, пожалуйста, почему вы публично к тому же на русском обсуждаете эти вопросы? А мы вообще-то планируем даже на английском тоже это обсуждать. Да, мы и на английском тоже в том числе собираемся говорить. Почему нет? Если им можно... Не, мы только критикуем, мы не оскорбляем никого, мы говорим то, что они творят. Вот мы их призываем, чтобы они остановились. Абдул-Малик, даже не критика, а указываем свое место. Публично кто говорит? Публично именно они оскорбляют вот эти. Вот надо им, кстати, насихат делать. И Давно все, пора. которые осуждают, надо сначала посмотреть, откуда идет это зло. Кто это мутит все, кто это вот делает эти раздоры, вот эти ссоры, вот эти разборки, кто этим занимается. Мы делаем свою работу, и у нас очень много работы. Эти люди пытаются нас отвлекать. Еще в том числе хотел бы сказать, что этими своими выходками вы нас не остановите, вы нам не мешаете. Вы нам мешаете, да, ну, как просто это смешно и грешно как-то вот. Вы сами себе это делаете. Мы тоже можем обратку дать, но мы не преследуем такие цели, чтобы вам вот такие вещи обратно говорить. Да ну их. Когда нос уткнется, тогда остановится, как говорится у нас. Вот, почему, к примеру, я имею право говорить свое мнение, вот такое мнение. Знаете, я много слышал, я много видел, и у меня есть вещи, которые есть у меня на руках. И я знаю, что эти люди, в общем, эти мерзавцы покупали себе дома, открывали себе бизнесы, я скажу, в Англии. Они крали деньги, которые были предназначены для наших муджахидов, для нашего чеченского сопротивления. То есть они обманывали этих муджахидов, они обманывали нашего президента, нашего мира, и вот на этих деньгах строили себе, там, открывали себе бизнесы, строили себе дома, в общем, покупали. И жили намного лучше, чем обычные беженцы. И почему я так это говорю? Ну, я даже назову. Это Закаев Ахмед. У меня есть доказательства, у меня есть основа для того, чтобы я мог говорить сегодня вот эту правду. И я раньше тоже об этом говорил, но, видимо, некоторые проглотили и все-таки продолжают рядом с ним стоять. По закону военного времени с такими личностями обходились совсем по-другому. Вы знаете, как я это говорил. Я знаю, насколько было сложно нашему президенту, нашему амиру. Я знаю, насколько сложно было и трудно было нашим муджахидам, нашим воинам, которые ночевали, если только не всегда, конечно, ночевали в блиндажах, холодных и мокрых. А эти шиковали здесь. Я имею право это говорить. Я скажу еще больше, я чуть подожду. За голубые глаза дом не дарят никому. Это тоже интересно, откуда это. Вот есть такие вот разговоры, что кому-то подарили дом в Лондоне. Смотри. Я говорю, за голубые глаза дом не дарят никому. Подумай. Да, конечно, не дарят. Тут один пишет: Закаев в Европу не твой отец отправил. Нет, мой отец Закаева не отправлял, и Закаев, то есть Масхадов, не знал, что Закаев находится в другой стране. Он узнал это лишь чуть позже. И узнав,
как уехал Закаев, то есть когда была авария в Грозном, две машины ночью столкнулись, у Закаева ногу поломало там, в общем, его вывезли в Грузию, а потом он выбрался в Англию. Вот. И когда он находился в Грузии, Масхадов отправил ему одну аудиозапись. Эта запись у меня есть. Я некоторые даже выкладывал. Где он интересуется здоровьем Закаева, а потом говорит: если с тобой все хорошо, то я прошу тебя, вот так он сказал, вернуться сюда. Мне нужны люди. Так сказал Масхадов. После этого Закаев взял в руки трость и начал хромать почему-то. Даже в приказном виде Потом, он, по-моему... потом было, потом это еще там Да, после несколько этого еще. И самое интересное, почему вот сейчас мы будем именно эту критику вести, и ни один человек на этой планете не могут нас остановить. Вот как бы вам это, как бы вы не нервничали, как бы вы там, что бы вы там не думали, мы будем говорить о своем мнении. Например, Доку Умаров, Аллах да примет Аллах его шахаду. Он муджахид, до последнего боролся и умер. То, что он объявил Эмират Кавказ, это именно заставили те, которые дезертиры, которые убежали, которые никто и не пришел с ним дальше. Вот это по какой-то причине вот так сложилось, да. Человек до конца боролся и отдал свою жизнь. И этот человек называет этого человека козлом, а врага, настоящего врага, предателя Чеченской Республики, чеченского народа, врага всего мира, всей человечности называет братом. И в то же время говорит: да помилует Аллах твоего отца, который первым же перешел и начал вот это геноцид над нашим народом. И после этого те, которые поддерживают этого человека, Валлай, я не знаю, что вы за люди. Как вы можете такое даже допустить? И допустить, что этот человек может быть в своих фантазиях даже. Как можно допустить, что этот человек может стать лидером? Ля хауля ва ля куввата илля биллях. Вот я не понимаю это. Просто вот эту логику этих людей я не понимаю. Что говорили наши лидеры? Знаешь, Чем они занимались за эти 22 года? Поэтому Абдул-Маликом, мы не признаем это, никакое это правительство самозванцев. Мы это не признаем, и большинство чеченцы это не признают. И только лишь в своих фантазиях вы думаете, накручиваете себе, что у вас есть какой-то, и вы какой-то лидер, и что у вас какой-то, не знаю, главнокомандующий. Нету никого. 2014 года, например, борются наши братья из батальона Шейх Мансур, из батальона Джохара Дудаева. Нет, чтобы их поддержать. Где они, когда они поддержали этих наших братьев? Они пошли, открыли какую-то другую группу. И там даже делают не совсем правильные вещи. Об этом мы на следующем эфире, наверное, расскажем. Не хотелось бы сейчас говорить, потому что слишком много вещей, чтобы вам слишком верить, вам много. сказкам слишком много. Раньше я думал, знаешь, ну, из-за того, что у меня достаточно терпения, вот, я думал, что, может, не надо называть их имена, может, оставить их, может, там, может и так далее. И знаешь, на самом деле о мерзавцах, там, аферистах, о дезертирах, о других предателях, про всех их надо говорить. Если люди, которые что-то знают, не будут говорить, то и народ это не будет знать. И потом Вот появляются какие-то проходимцы, которые приходят к власти там, или к чему-то на крови, на трагедии вот, нашего народа. Мы не должны позволить таким проходимцам, вот, чтобы они делали такое. И вот как ты правильно заметил про те батальоны, которые воюют в Украине, это два батальона, батальон имени шейха Мансура, а также батальон имени первого нашего президента Джохара Дудаева
которые воюют с 2014 года. И тут не было никакой необходимости открывать какой-либо батальон, даже просто словесно, понимаешь? Или даже регистрировать его, новый батальон. Нужно было помочь этим двум батальонам и деньгами, Хотя и бы не там, отдельный, одеждой, хотя бы бронежилетами, совместный, касками. Вот. хотя бы совместный, но не отдельный. Ну вот, да, совместно что-то сделать с этими двумя батальонами, которые существовали и существуют с 2014 года. Нужно было им помогать, и, как ты говоришь, совместно что-то сделать, вот тогда было бы больше пользы. А вот получается, и правда такова, что этих людей, которые обманулись, пошли там рядом под Закаева, вот, вот Закаевых используют для того, чтобы у него была какая-то сила якобы. Вот, поэтому. Вот. И призывает чеченскую молодежь на войну в Украину. Вот. И я против того, чтобы куда-то кого-то призывать. И тем более против того, чтобы кто-то, находясь в какой-то другой стране, призывал нашу молодежь куда-то на войну. Пойди в окопы, будь в этом блиндаже, где свистят пули, где свистят снаряды, вот, вот тогда ты имеешь право кого-то позвать. Приди, мне нужен мой брат, мне нужен товарищ по оружию, будь рядом со мной, приди ко мне, мне нужна помощь. Вот тогда ты имеешь право говорить такое, а не сидя в Лондоне. Вот, например, есть же у нас разные политические группы, да, разделения, разные люди, да, например. Но мы же не враждуемся, мы критикуем друг друга. Они, например, нас критикуют, мы их критикуем, и это абсолютно нормально. И вот почему мы с ними вот так не переходим эти границы, или почему они не переходят с нами эти границы дозволенного? А вот именно эта группа Закаева, которые вот пряча свое лицо, хотя вы уже некоторых мы уже знаем, то есть, ну это очевидно, вот не знаю, если вы так сильно напрашиваете, кстати, этим наджазом я сейчас обращаюсь опять, если вы настолько сильно напрашиваетесь, мы будем выставлять вас тоже. Валлай, просто не хочется отвлекаться и тратить время на вас, наджазов, и тем более вот опускаться на ваш уровень. Будет скоро, если вы настолько у вас человек, который днем и ночью будет вас накрывать всякими ответами. Это возможно, это абсолютно не проблема. Есть люди, которые просто это неправильное решение. Но вы добьетесь, вы себе делаете настолько таких врагов, наживаете, и будут у вас люди, которые будут посягать ваших жен, ваших сестер, ваших дочерей. Астагфирулла, я к этому не призываю ни в коем случае, но вы сами заставляете людей этими заниматься, этими ерундами. Лучше бы вы занялись бы, или вообще, я к вашему лидеру сейчас обращусь. Вот, например, если ты считаешь человек, я не хочу называть твое имя, но ты прекрасно знаешь, я к тебе обращаюсь, да, вот, лондонский. Если ты действительно хочешь, чтобы у нас был какой-то прогресс, призывайте к добру, призывайте к хорошему. Не распространяйте эти фитны, эти сплетни, не посягайте честь. Доку Умаров, он умер, он спал как воин, он шахид, иншаллах. Он не вернется из Сирии. Не надо эту свою ересь говорить, где попало. Субханаллах, как можно так? Неужели вы думаете, что это просто так вот так останется? Неужели вы думаете, что вы делаете какое-то добро? Субханаллах, как можно так? Я призываю тебя, чтобы ты остановил вот этих своих наджизов. Если они не свои, то сделайте, давайте тогда, давайте решим эту проблему. Субханаллах, как можно, сколько может так продолжаться? Проблему надо решить, да. И Проблемы надо решать, а то эта проблема может стать такой большой проблемой, которая может даже и не сниться. потом будет поздно. Это Потом будет вернется, все поздно. возвращается.
Карму Вот никто не отменял. смотри, вот этого Кадыров, как он стал Кадыровым, да, таким известным предателем. В общем, в 94 году у нас был Алсабеков муфтием Ичкерии. Он не захотел объявить священную войну, то есть джихад, даже после того, когда российские оккупанты начали бомбить наши города и села, убивать мирных жителей. То есть, когда эта армада вторглась на нашу территорию. Он уехал в Казахстан. И его замом был Кадыров, Ахмед Кадыров. И он объявил джихад всей России и даже добавил, что каждый чеченец должен убить по 150 русских, чтобы решить проблему с Россией. Вот что он говорил на митингах в 94-5 годах. Вот. И мы же тогда не знали, что он был КГБшником еще. Мы узнали это еще где-то в 2008 году примерно. Вот. И заставили Кадырова выступить в парламенте перед Масхадовым, перед Басаевым, Дилаевым, Али Хаджиевым и всеми нашими героями. И там этот Кадыров сказал, что да, он действительно подписал кое-какие документы, документы по сотрудничеству с КГБ. Когда он шел учиться в Бухару, в исламский университет. Вот, то есть он как бы отмазался в то время. Да, мы его как бы простили. Наша вина. Мы простили. И тем самым мы создали такое чудовище, которое призывало проводить зачистки населенных пунктов во время которых уводили молодых парней, не только парней, но и девушек, женщин, где убивали людей вот со всей жестокостью, подрывали живьем, закапывали, все делали. И по указу Кадырова тоже. Не только так, чтобы русские зашли туда, русские оккупанты, и начали убивать. Нет. И по подсказке, по указке Кадырова тоже. Вот мы сами создали такое чудовище. И у нас уже появляется второй, Кадыров второй. Вот о чем я сейчас. Вот именно, вот смотри, например, все почерк, вот как они ведут себя, да, вот очень похожие, да, много чего похожего, вот оскорбление, унижение, насилие, вот это, эти люди хотят вот насилия. Они призывают, кстати, эти люди призывают, у нас есть все, даже все голосовые, которые, где вы присылаете, валлахи, клянусь Аллахом, мы не преследуем цели никого разоблачать, тех, которые борются за нашу свободу. Мы можем эти проблемы решить, у нас могут быть разные понимания на направление государства, например, но эти проблемы мы можем решить. Мы даже не перешли на 3-й шаг, но мы перепрыгиваем на 11-й. Опять-таки, я повторюсь, да, например. Вот зачем, почему бы нам не объединиться? Валай, мы же призываем это. Вот, например, Анзор, под каждым видео первые комментарии, которые ты пишешь, и я заметил всегда это, что ты призываешь, чтобы мы объединились, чтобы мы вместе боролись. А вот что эти люди, к чему они призывают, что они, какие цели они преследуют? Они преследуют цели именно разделить нас, поссорить нас, оскорблять нас друг друга. Поэтому, да, извини, что я тебя перебег, ты сказал, что я где-то в описаниях пишу про это. Я пишу всегда, под каждым видео. Везде вот говорю, я именно и говорю это. Что объединение может быть только на истине. Никакого объединения не может и невозможно с лицемером, с аферистом, с каким-то проходимцем. Никакого объединения, не то, что там, ладно, отодвинем единство, у тебя никакого бизнеса с этим человеком не будет. Он тебе соврет, он тебе солжет, он тебя подставит. На истину должна быть объединение. Анзор, у нас очень много комментариев тут пишут. Давай, может, пройдем через комментарии, а то наши зрители могут...
Давай так сделаем. Окей. Сейчас мы уже почти час. Давай следующим. Давай, может, завтра где-то так еще раз сядем уже с определенной темой и проведем еще раз эфир. И там уже заранее сообщим нашим зрителям, что завтра у нас будет эфир. Или Тогда чего мы можем, только извиниться перед нашими зрителями. Мы извиняемся, что у нас никак не получилось по Да, времени даже пройти по комментариям. Мы хотели как-то вот поговорить немножко, встретиться, самые вот такие больные темы обсудить и обсудим, иншаллах. обсудим, иншаллах. Это to be continued, как англичане говорят. Продолжение следует. Это вопрос. Обязательно скоро выйдем. Ладно, мы извиняемся, что нам приходится говорить про все это, но это действительно больная тема и действительно всех нас касается. Мы хотим чистоты, мы хотим, чтобы у нас было единство без всяких проходимцев, которые хотят использовать нашу молодежь и наш народ. Все, иншаллах, будет как надо, как следует. Вот, если мы будем что-то делать. Вот, я еще раз от своего имени поздравляю всех вас с наступлением священного месяца Рамадан. Дай, иншаллах, вам терпения, имана и всего самого наилучшего, что может пожелать вам родной человек. Аминь. Аминь. Давай так, Анзор, давай тогда завершим, если время так быстро летит. У нас мало времени было как раз. Хорошо тогда, дай Аллах, чтобы это хоть чем-то принес пользу наш разговор, иншаллах. Я надеюсь, это. И, иншаллах, встретимся еще в скорым временем тогда, пообщаемся еще, да? Иншаллах. Ногчи мота. Масермата. Ладно, дорогие наши зрители, опять еще раз, последний раз повторю, да примет Аллах ваш пост и ваши дуа, ваши молитвы. Да, Аллах, чтобы этот месяц нам всем принес пользу, и чтобы укрепил наш иман, чтобы мы не занимались какой-то ерундой, чтобы мы не оскорбляли друг друга. Дай Аллах, чтобы даже эти наджазы, которые не понимают, чтобы они все-таки, если Всевышнему угодно, чтобы они поняли, и чтобы мы объединились как-то в чем-то, хоть в чем-то, чтобы мы поняли друг друга, чтобы хотя бы мы стали бояться Всевышнего. Субханаллах, это же такое время, что Всевышний может простить все наши грехи, чтобы мы не повторяли наши ошибки. Дай Аллах всем вам мира и добра. Да будет Аллах доволен всеми нами, иншаллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Аллаху.